В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амшекшара. Здравствуйте. Сегодня президент Республики Абхазия Рауль Хаджиба принял председателя Государственного комитета по репатриации Беслан Атбар, который отчитался о рабочих поездках в Турцию, об основных итогах работы, проделанной Госкомитетом за прошедший год, и о планах. По словам Беслан Атбар, в ходе поездки в Сакарье состоялась масштабная встреча с участием более 500 представителей абхазской диаспоры. На ней проходила презентация проекта Абхазского дома культуры в Адапазаре. Беслан Атбар также рассказал об участии в торжественных мероприятиях в рамках празднования юбилея Абхазского культурного центра в Стамбуле. В день памяти первого президента Республики Абхазия в Стамбульском центре прошли памятные мероприятия. Беслан Атбар проинформировал президента о том, что за 2017 год гражданами Республики Абхазия стали 382 репатрианта. Он также отметил более высокий интерес к взаимодействию со стороны абхазской диаспоры в Иордании. Кроме того, по словам Беслан Атбар, более 80 человек из Иордании и 26 человек из Турции готовы к переезду в Абхазию. Атбар также проинформировал президента, что на празднование 25-летия Государственного комитета по репатриации в Абхазию из Турции планирует приехать делегация в составе 30 человек. Глава государства подчеркнул необходимость разработки и принятия в короткие сроки программы репатриации. Я, ребят, ну какой-то, ахцар пипшат глаза шамахца. Аха згираб хадзе и хадерох нисиб хадзе. Вряд херано астузги, ванза биги, ахцар бирокочги, хадера свен исиб хадзе згиратскис. А программа аша прогулар. Хаабум закон есушук сабри халат сражут, макяна ера программа уйцас еще кулану. Сабри хац ну пипшат глаза шахмудец. Абри хумпада ярлосна аусадбул. Следственным управлением Генеральной прокуратуры Абхазии окончено расследование уголовного дела в отношении Джопу Астамура Северяновича, который обвиняется в совершении преступлений по 3 статьям Уголовного кодекса Абхазии. Изнасилование в отношении лица, заведомо не достигшего 14-летнего возраста. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет, угроза убийством от 2 лет и незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия от 2 до 5 лет лишения свободы. Обвинительное заключение утверждено заместителем генерального прокурора Абхазии Какалия, а уголовное дело, состоящее из 4 томов, направлено в суд Сухумского района для рассмотрения по существу. Джоп вину в предъявленных преступлениях не признал, показаний по существу обвинения не дает, а также отказался от ознакомления с материалами уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры. Министерство обороны Абхазии опубликовало на своем официальном сайте список призывников в возрасте от 18 до 28 лет, уклоняющихся от призыва и явки на мероприятия, связанные с исполнением закона Республики Абхазия о воинской обязанности и военной службе. По данным Минобороны, в Сухуме и Сухумском районе больше всего лиц, уклоняющихся от службы в армии – 168. В Гагарском районе – 29, в Гудаутском – 63, в Гулрыбском – 6, в Ачимчирском – 5, в Тхорчалском районе – 10. Всего в списке 281 человек. Сегодня в Академии наук Абхазии состоялась презентация перевода на абхазский язык знаменитого романа в стихах Александра Пушкина «Евгений Онегин». Автор перевода – поэт, академик, лауреат государственных премий, народный поэт Абхазии Мушни Ласурия. Презентацию посетил президент Рауль Хаджиба. Репортаж Налы Ковы. Евгений Онегин, Татьяна Ларина и другие герои одного из самых известных произведений русской словесности заговорили на абхазском языке. Роман в стихах Александра Пушкина вышел в свет в издательстве «Алашара». Это стало возможным благодаря 4-летнему труду народного поэта Абхазии, председателя Ассоциации писателей Абхазии, академика Академии наук, лауреата премии «Золотой Дельвиг», руководителя отдела литературы Абиги, кавалера ордена Ахтапша первой степени Мушни Ласурия. Народный поэт признается, что готовый перевод ждал своего часа с конца 70-х годов, а это без малого почти полвека. Главное, работал с любовью, с преданностью. Я и сна не знал, и другого события не было более значимого в моей жизни тогда. В мои молодые годы, а работал я 4 года, так упорно над произведением, над переводом, и как-то осуществил
И к радости моей воспринял мой народ, литературная общественность, критики, писатели, ведущие дали самую высокую оценку. Евгений Онегин – глубоко русское национальное произведение, как по содержанию, так и по форме. Изображает жизнь совершенно отличную не только от абхазского, но и вообще кавказского быта. Перевести богатое содержание классического романа на абхазский язык, не нарушив при этом образ первоисточника, задача чрезвычайно сложная. Но Мушни Ласурия блестяще справился с ней, создав не бледную копию оригинала, а художественное произведение, зажившее второй самостоятельной жизнью, отмечалось на презентации. Мушни Ласурия поблагодарил московское издательство «Молодая гвардия», коллектив издательства «Звонница», а также выразил особую благодарность редактору, писателю Николаю Квицине. Поэт отметил роль главы государства в издании книги и поблагодарил президента за то, что он сделал возможным для читателей взять в руки качественно изданный перевод великого произведения на абхазский язык. Рауль Хаджимба поздравил собравшихся с изданием перевода Евгения Онегина. Я с большим удовольствием хочу отметить то, что сегодня как раз-таки состоялась презентация этой книги. Книги, которая достойна огромнейшего уважения. Гений русской поэзии Пушкин и абхазский наш поэт, литератор, человек, который взял, сблизил две стороны, две страны. Я думаю, достойно уважения. Ну, а то, что касается наших возможностей в будущем, я надеюсь на то, что у государства найдутся возможности для того, чтобы решать такого рода задачи, да и больше. Мы на правильном пути. В книге-переводе полностью сохранены композиционные особенности романа, его оригинальное строфическое соединение. Стих в переводе льется совершенно легко и свободно. Посол России в Абхазии Семен Григорьев подчеркнул, что перевод произведения Пушкина на абхазский язык – большое событие для абхазской культуры и литературы, для российско-абхазских отношений. Сегодня действительно очень большое событие, как для абхазской культуры, литературы, для российско-абхазских отношений. Я первый раз услышал Евгения Онегина в переводе Мушни Таевича в 2009 году, почти 8 лет назад. И сразу после Евгения Онегина он прочел несколько строчек в Лермонтовом «Цире» в переводе на абхазский язык. И меня тогда впервые поразило осознание того, что, не понимая ни слова, я понял, где Евгений Онегин, а где Мцыри. Что вот эта музыка стихосложения пушкинского и лермонтовского, она была полностью передана на абхазский язык Мушни Таевичем. Перевод романа Евгений Онегин для Мушни Ласурия стал важным событием в его творческой жизни. Еще в 2010 году в Москве в Георгиевском зале Кремля президент России Дмитрий Медведев вручил абхазскому поэту медаль Александра Сергеевича Пушкина. На Алакове Саида Гухава, абхазское телевидение. Сегодня исполняется 105 лет со дня рождения Георгия Гулия, произведения которого занимают особое место в абхазской литературе. Автор «Весны в Сакене», «Мести», «Каштанового дома», сборника рассказов «Жил-был абхазский мальчик», его самый счастливый день, рассказы и повести, как оказалось, не единственный талант Георгия Гулия. Кисти художника Георгия Гулия принадлежат множество работ, которые были представлены на вечере памяти в Центральном выставочном зале Абхазии. Нисфа Аршба расскажет подробности. Человек, опередивший время. Так называют Георгия Гулия, писателя с редким и очень ярким даром. Его произведения до сих пор вызывают читательский интерес. Биография автора входит в энциклопедический словарь Кембриджского университета «Кто есть кто» в 2 серии «Интеллектуалы мира», «Писатели мира» и «Люди науки». На выставке у нас представлены фотоматериалы, где прослеживается вся жизнь и деятельность самого Георгия Дмитриевича Гулия. И также у нас тут на выставке экспонируются материалы, его письма родителям, сестре, где отражаются его неравнодушные отношения к судьбе Абхазии. Мы постарались максимально собрать его
труды, его работы и представить сегодня к этому юбилейному дню. Знатоки художественной литературы, критики неоднократно отмечали оригинальную манеру письма Георгия Гулия. Автор пишет увиденное и воспринятое им самим, не прибегая к заранее обдуманным сюжетным схемам. И эта неординарность творчества выделила его из целого ряда выдающихся писателей XX века. Многогранность личности писателя с мировым именем раскрылась еще и в живописи. Георгий Гулия очень любил рисовать, и каждая его картина – настоящее воплощение мыслей и чувств автора. Если когда-нибудь будет реконструкция мемориального музея, то, конечно, надо планировать отдельный зал Георгия Гуля, потому что его наследие не только в литературе, но и в изобразительном искусстве для современника очень интересно, потому что он развивался и складывался именно как художник в то время, когда в Абхазии не было художественных школ, образовательных учреждений. И у него был замечательный педагог Ольга Лешова. Это серебряный век русского изобразительного искусства. Вечер памяти, организованный Министерством культуры и литературно-мемориальным музеем Гулия, собрал почитателей таланта мастера. Стены зала украшали фото из семейного архива писателя. Его картины, равно как и личные письма, были доставлены специально к мероприятию. Здесь есть очень интересные работы писателя, общественного деятеля Георгия Гуля, который был замечательным художником. И период, который охватывает с 30 по 50-е годы, здесь есть его работы. Некоторые из них стали основой для иллюстрации его книг. И поэтому часть из них была в собраниях Национальной картинной галереи, часть из них была в фондах музея Гуля. И сегодня, благодаря такой вот выставке, нам удалось их выставить. Десятки произведений, множество сборников. Георгий Гулия, безусловно, был абхазским писателем и при этом принадлежал всему миру. Он сумел сделать так, чтобы рассказ о жизни абхазского мальчика желал прочесть каждый житель земного шара. Ну а повесть «Весна в Сакине», за которую Георгий Гулия был удостоен Государственной премии СССР, стала апогеем его славы. Произведение было переведено на немецкий, английский, турецкий, чешский, китайский и другие языки. Нисфа Аршбас, Тамур Гошба, Абхазское телевидение. Федор Тарба награжден орденом Ахидзапша третьей степени за многолетний плодотворный труд, а также большой вклад в создание питомника НИИ сельского хозяйства. Указ об этом подписал президент Рауль Хаджимба. За большой вклад в развитие экологии, как науки, а также воспитание высококвалифицированных ученых, указом президента Рауля Хаджимба академик Ян Варби Экба награжден орденом Ахидзапша третьей степени. Ежегодное открытое отчетное собрание культурно-благотворительного фонда «Ашана» по итогам работы за 2017 год прошло в Сухуме. 9 миллионов рублей перечислили жители Абхазии в Ашану в прошлом году. Всего же за 6 лет на оказание медицинской помощи больным детям на расчетный счет фонда поступило 45 миллионов рублей. Алика Трапш продолжит тему. Медведь в лесу ходил и собрал шишки. И потом пошел домой, и дайте мне машину, мишка рассердился, упала мишка на голову, шишка, и дайте мне машину, я поеду домой. Этот смышленый и общительный мальчишка Никита Самойлов. Ему 5 лет. Никита мечтает стать великим профессором. Правда, в какой области он пока не решил. При рождении у маленького Никиты Самойлова врачи обнаружили порок сердца. Ему необходима была срочная операция. Требовалось 253 тысячи рублей. Такая сумма оказалась неподъемной для семьи. Родители мальчика обратились за помощью в благотворительный фонд «Ашана» и получили ее. Сегодня Никита здоров, и, безусловно, его ждет счастливое будущее. Пока ребенок не заболел, человек не понимает благотворительность, еще что-то. Ну, не только ребенок, вообще любой человек. Вот. И когда случается вот такой момент, и ты понимаешь, что ты не один, и что тебе помогла вот вся наша страна, помогли, хоть одна смс-ка, и то помогает. Вот. И ты понимаешь, что ты не один в этой жизни, что на самом деле тебя поддержит каждый. И хочу сказать большое спасибо всем, кто помогал, кто будет помогать. Основным направлением деятельности культурно-благотворительного фонда «Ашана», созданного в 2008 году бизнесменом Бесланом Шакая, является организация лечения тяжелобольных детей, проживающих в Абхазии, в лучших клиниках мира, а также сбор пожертвований для оплаты лечения. Фонд «Ашана» сегодня выполняет роль прозрачного инструмента, создав подлинную благотворительность на площадке, где собираются люди,
кому необходима та или иная помощь, и те, кто хочет адресно это сделать. Отчитываясь ежегодно перед обществом, мы творим добро и делаем это максимально прозрачно. В этом и заключается простая формула культурно-благотворительного фонда Ашана. За 6 лет деятельности фонда Машана с помощью благотворительной акции «Спасем жизнь вместе» собрано 45 миллионов рублей на оплату 237 курсов лечения 128 детям, и некоторым из них было оплачено несколько курсов лечения. В 2017 году благодаря активности граждан на лечение больных детей было собрано 9 миллионов 181 тысяча рублей, оплачено 36 курсов лечения 23 детям. Многие подопечные фонда Ашана вылечились окончательно, многим еще предстоит лечение. Сегодня, оглядываясь назад, мы с уверенностью можем сказать о том, что возникающие на пути трудности – это не что иное, как новая возможность для нового развития. К концу года к нам присоединилось 2 новых партнера. Это компании «Руат Групп» и «Альфа Технострой». А также наш партнер, компания «Премиум», принял очень важное для нас решение – с нового 2018 года стать главным партнером фонда «Ашан». Собрать за 6 лет 45 миллионов рублей стало возможным благодаря размещению информации о больных детях на площадках информационных партнеров фонда. При этом помочь Ашане можно не только большими деньгами, но и вниманием. Двери фонда всегда открыты для людей с новыми идеями, а новые люди – это всегда новые идеи, новые возможности. Потому что здесь нужны люди разных профессий, разных талантов, способностей, и все эти люди должны быть не безразличны. На встрече также был показан документальный фильм «Мама», в котором мамы подопечных фонда рассказывали о своих судьбах, о том, как изменилась их жизнь с рождением особенных детей, детей, которым нужна наша помощь. Алика Трапш, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение. Государственный ансамбль народного танца Абхазии «Кавказ» готовится к очередным гастролям. На этот раз артисты едут в Казань, получив приглашение принять участие в международном фестивале «Дружба народов». Репортаж Сарии Смыр. Ансамбль еще не в полном составе, да и художественный руководитель не на месте. Но это не мешает артистам репетировать самостоятельно. Казалось бы, идеальнее некуда, но они продолжают оттачивать каждое движение. Новость о том, что скоро гастроли, еще больше сплотила весь ансамбль. Артисты каждый день в зале, репетируют без остановки. Признаются, усталости не чувствуют, лишь легкое волнение перед поездкой. Гастроли с особым трепетом ждут те, кто совсем недавно пополнил ряды основного состава ансамбля. Вторые мои гастроли, да, мне очень интересно увидеть новый город, да, который я никогда там не был. Интересно выступить перед публикой, перед которой никогда раньше не выступал. Ну, в общем, эмоции у меня положительные, я настроен и готов, в принципе, выступать. Естественно, мы хотим, чтобы зрители оценил нас, мы хотим, чтобы зрителю понравилось. Мы постараемся это сделать по максимуму. О поездке в Казань стало известно более месяца назад. Впервые за 10 лет Кавказ приглашен на ежегодный фестиваль в Татарстане «Дружба народов». По словам художественного руководителя ансамбля Арвилода Тарба, приглашение было принято без раздумий. Имеем приглашение на этот фестиваль. А потом, помимо этого фестиваля, еще тоже обещали там где-то 2-3 концерта они нам сделают. Репертуар возобновляем, туда добавляем элементы другие, меняем, солы меняем, выходы меняем, середину меняем. Вот так программу мы каждый год возобновляем. Международный фестиваль «Дружба народов» в Татарстане начинается 18 марта. Ансамбль «Кавказ» в составе 50 человек будет выступать в день открытия. По словам артистов ансамбля, каждый гастроли – это совершенно новые эмоции и ни с чем не сравнимое чувство гордости. Мы узнали о том, что у нас будут гастроли в Казани около 2 месяцев назад. На самом деле все очень обрадовались, потому что Казань, как известно, очень красивый город России, и для нас очень важно выступать там. Мы все очень рады. Наши поездки, они всегда очень полны впечатлений новых, очень яркие, и зрители за границей всегда очень нас принимают гостеприимно и всегда нам очень рады. В
Казань Кавказ выезжает уже в четверг. Зария Смыр, Беслан Чхенджерия, Абхазское телевидение. И о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью и утром возможен дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью плюс 5-10, днем плюс 11-16 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.